Меня же судьба сегодня направляет в туркменский аул Эдельбай, откуда, кстати, родом мой попутчик, тоже туркмен. Туркмен, потому что мы тоже от плоти и крови туркмены. Может быть, чуть не похожи на тех из Мары и Теджена. А в общем, мы все одной думай. И я, и ты тоже, и он. Одни влюблены в Каракумы, другие в Туркменский район. Откуда в Ставрополье туркмены, спросите вы? Спросил и я. Оказывается, все просто. Народ они кочевой. Вот и докочевали в поисках пастбищ до просторов Северного Кавказа. Туркмены здесь живут со второй половины 17 века. Школа. Когда я ехал с Исхаком Измаиловичем, он мне настоятельно рекомендовал заглянуть в среднюю школу местную и познакомиться с учительницей и руководительницей местного музея Зулейхой. Сейчас она нам с вами откроет глаза на туркменскую культуру. Кстати, хош гель Денис. Добро пожаловать мне и вам. У вас тут урок сейчас идет? Да, у нас занятие идет. Здесь кружка «Музейное дело». Чему вы их учите на этом С детьми занятии? мы сейчас занимаемся золотным шитьем, возрождаем подрастильное ремесло. То, что создала своими руками эта учительница труда Зулейха Езаевна, не просто музей. Это остров. Остров туркменской культуры вдали от исторической родины. А как будет по-туркменски, как вы поживаете? Более сложный тогда вот вопрос. Тучны ли ваши стада? Как Ну, понятно. Они прям, да, владеют туркменским. Все из уст в уста передается, литературы нет. Мы из уст в уста песни, легенды, обряды. Зулейха дама строгая. Ввела в своем музее правила. Например, запретила пользоваться телефонами. А я что? Я и не собирался. Зачем? Вокруг же столько интересностей. Это кость из коленного сустава овцы или барана острогалы, которую, как правильно, тщательно очищали от жил, крупные превращали в биты сака, после чего их заливали свинцом через специально сделанное отверстие. Ученики садились в ряд и ставили условленное количество альчиков, и они должны были выпить 3 альчика подряд. И победившим считался тот, кто выбил их 3 сразу. Молодец, браво. Я выиграл? Настоящий туркмен. Да, вы выиграли. мне- Одни альчики вы берете себе. И мне за это полагается пирожок. Да, пожалуйста. Пойдемте. Пойдемте. Если вы в гости приедете к нам, сразу услышите гельмихманджан. Здесь Китайский чай пил, корейский пил, индийский со слоном пил, а вот туркменский пока не доводилось. У вас какая-то неожиданно современная кухня. Я не ожидал такую кухню увидеть в туркменском селе. Это уже давно мы так живем, поэтому ничего удивительного. Ничего себе. Плиточный чай. Тут пара спрессованный. килограммов. Мы-то Так, значит, чай да. в таком виде отродясь не видывали. Да. И как с ним управляться, конечно же, не знаем. Брикет чая берем левую руку, правую берем специальный ножик. И вот так аккуратными движениями вниз. Для туркменок умение готовить чай – дело чести. Это вам не пакетик кипятком залить, это целый обряд. Да? Соль мы положили? Соль мы положили. Еще А вкусу? Один. Вот я буду набирать чая и обратно его опускать в кастрюлю. И так я могу делать до 40 раз. Почему я это делаю? Во-первых, наши бабушки, которые варили этот чай, они были большие умницы, потому что чай насыщается кислородом. Он становится очень вкусным и целебным. Я-то как представлял, что туркмены живут в юртах, пасут стада, стригут овец, делают кумыс. Так было раньше. Теперь этот некогда кочевой народ ведет вполне себе оседлый образ жизни.
Но удивительное дело, все, что умели предки, умеют и современные туркмены. И в степи все так же выезжают. Правда, не кочевать, а отмечать праздники. Здравствуйте! Добро пожаловать на Эдельбайскую землю. Вы как раз вовремя приехали. У нас сейчас происходит обряд наш туркменский. Спасибо за вот такой радушный прием. А что за обряд? Обряд перерезания пут ребенку. Звучит, мягко сказать, тревожно, но местные меня успокоили. Обряд этот проводится издавна, и за все прошедшие века ни одно дитятко не пострадало. После года, когда ребенок уже становится на ноги, но пока еще не очень крепко, вот проводим обряд перерезания пут. Путы – это нити, которые делают из кишок животных. Ими маленькие ножки связывают, и их же потом перерезают. Обряд сей символизирует открытие малышу двери в светлое будущее, без бед и болезней. В реальную действенность обряда кто-то из туркменов верит, кто-то нет. Но традиция есть традиция. Лучше соблюсти. А кто будет делать это? Выбрали человека, который будет Нет, вы знаете, обрезать? вот у нас у туркмен принято, чтобы это было в процессе соревнования между детьми. То есть мы выстраиваем детей, устраиваем гонки. Так. Кто победил, тот и перерезает путь. То есть кто первым подбежит к ребенку, возьмет ножницы, он победитель. То есть Угощаем будет сладостью. ребенок перерезать? Да, ребенок будет перерезать. Шахсенем. Так, вот девочка, которая выиграла, и она что получила... вам подарили? Денежки и сладости. Вот. Вы успели схватить ножницы? Да. Да? И перерезать это все? Да? Перерезать, да? Спасибо. Так. Ну и продолжение вот по обряду у нас между ног ребенка катают лепешку. Ух ты! Символ того, чтобы его жизнь была сытой. Так, ну все. Ай, молодец! Вы 13 бизнесменов. Знаете что? Я ехал сюда в полной уверенности, что здесь живут туркмены, и они кочевники. Да, они были кочевниками в свое время, когда, ну, скажем так, не было промышленности, не было колхозов. Ага. И сейчас уже практически туркмены не кочуют уже лет 100. Там еще колхоз, и им кочевать некуда уже, все. От кочевой жизни осталась разве что степь да кухня. Простая, полевая. Нарезал мясо, закинул в казан с водой, вот и весь рецепт. Часа через 2-3 туркменский шулюм будет готов. Я за это время как раз успею сгонять в степь, а она тут, как в песне, кругом. Попристаю с расспросами к местным пастухам. Тут, чтобы до пастуха дойти, такой марш-бросок надо сделать, что до слонов было бы дойти проще. Где бы я хотел жить? А вот здесь хотел бы жить. А долго так надо лежать? Давайте. 1, 2, 3. Я, Андрей Панкратов, продолжаю составлять видеопутеводитель по Ставрополью. Вы думаете, я здесь все отдыхаю? А я собираюсь потрудиться на благо Ставропольского края. Может, еще и премию дадут. Ваша задача в чем заключается, как пастуха? Ну, как пастуха, надо рано утром в 4 выйти, где мы собираем скот. Ну, потом уже выгоняем сюда пасти потихоньку. Можно вам помочь? Помочь? Да. Собрать Всем. стадо, собрать вместе покомпактней. А какие команды вы говорите, когда что кричите? Да, куда? Ха. Ха! Да, ха. Кричим, да, или собака, если послушать собаку, пускаем. А собаку как зовут? Да, молодая еще учится только. Ее как зовут? Жучка. В атаку на коров жучка со мной не пошла. Придется все делать самому.
Как оцените мою работу по пятибалльной системе? Отлично. На отлично? Отлично. И жучка мне совершенно не помогала. Бездельница. Где ты была? Где ты была? Я тебя звал там вот всю дорогу. Жучка, жучка. Чего ты улыбаешься? Чего ты улыбаешься и машешь своим коротеньким хвостиком? Кто так работает? Кто так работает? Куда ты уходишь? Иди сюда, послушай меня. Послушай, что я тебе скажу. Куда ты пошла? Жучка, иди сюда. Ну-ка, иди сюда. Кто, как говорится, Иди сюда, работает, тот ест. Настоящий чебанский шулюм. Очень жирный, такой питательный. Кочевники раньше, если его один раз покушают, потом могут долго-долго наверху на лошади ехать и не быть голодным. Лучку бы туда. Да, но это на Картошечки бы, любителя, да. морковочки. Но это уже получается какое-нибудь современное блюдо. А это именно вот как готовили, когда у кочевников картошки не было. Меня, вот знаете, часто спрашивают, а где бы вы хотели жить? Да. В какой стране? А я вот думаю, действительно, где бы я хотел жить? А вот здесь хотел Да. бы жить. В юрте, чтоб Юрте. лошадь рядом стояла. Да. Жена красавица, чтоб стада паслись. Видите, детишки бегали. Да. Да. Вот это, мне кажется, вот настоящая жизнь. Она вот сразу показывает, кто ты есть на этом свете, чего ты стоишь. Панкратов сказал, Панкратов сделал. Ночевать буду в юрте, а уж с утра к слонам в Александровское. Не ошибиться бы, а то уеду в какое-нибудь Андреевское. Головой кивает слон, он слонихе шлет поклон. Почему снятся слоны? Приобретение имущества, знакомство с влиятельным человеком, дальнее путешествие. Вот. Дальнее путешествие.